Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы погадаем на такую тему: будете ли вы вместе с загаданным человеком? Как продолжатся ваши взаимоотношения? Гадать я буду вот на этом замечательном оракуле. Оракул грез. Вот. Узнай свою судьбу. Интересный такой оракул. Давайте вот сегодня мы с вами на нем попробуем посмотреть отношения, да? Значит, вот карты такие и вот такая бумажная инструкция, да. Итак, я надеюсь, тут нет вкладок. Нет. Тут такие интересные карты. Первая карта, давайте, покажет ваши отношения на сегодняшний день. То есть, что там вообще, в принципе, энергетически происходит, да. Ну и дальше уже посмотрим с вами. Значит, будете ли вы с этим человеком в будущем вместе, да? Будете ли вы вместе? Итак, 3 карты, 3 позиции, да? Ваши отношения энергетически как выглядят. И дальше посмотрим чувства, мысли, действия и продолжение отношений. Первый камень у нас вот такой вот интересный. Это у нас карнеол. Второй тоже интересный халцедон, да? И третий, не менее интересный, флюорит. Такой сине-зеленый. Итак, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Будете ли вы в будущем вместе? Будете ли вы вместе? Итак, значит, первый камень у нас такой вот карнеол. И первая карта — это вот какие ваши отношения, да, сейчас это лекарь. Ну, сами понимаете, отношения сейчас вот в стадии, когда они должны исцеляться, да. То есть все-таки или кто-то помогает этим отношениям, или какая-то высшая сила. Идет в буквальном смысле возрождение. Человек, возможно, да, анализирует какие-то свои действия, поступки по отношению к вам. Но также этот человек хотел бы, если это мужчина, быть главным в отношениях. И чтобы вы понимали, да, что вот он главный, что он все-таки мужчина. Если вы мужчина, то женщина хотела бы, чтобы вы были настоящий мужчина в отношениях. Хорошо. Что человек чувствует к вам? Таверна. Что вы чувствуете к нему? Отшельник. Что человек, значит, думает о вас, да? Деньги. Интересно. Что вы думаете, да? Что вы думаете? Больной. Что человек предпримет в вашу сторону в ближайший месяц, да? Насекомые. И что вы предпримете в сторону этого человека? Конструктор. И дальше, значит, давайте вот здесь будем потом докладывать, а будете ли вы вместе, да? Ну вот пока вот эти карты анализируем. И, конечно, начнем с чувств. Карта Таверна в чувствах этого человека показывает, что человек хотел бы стараться в вашу сторону. То есть вот хотел бы как-то действовать в вашу сторону, потому что очень заинтересован в вас. Как будто бы знает, что в ваших отношениях были препятствия, но хотел бы как бы даже как наградить ваши отношения, вот, что как, ну вот именно счастьем за испытания в прошлом, вот так. То есть, мол, эти отношения должны претерпеть трансформацию, как считает человек, и мы должны быть вместе после всего, что мы прошли. Вот именно такие у человека чувства к вам. И мысли-то примерно такие же, да? Деньги. То есть это как будто бы, опять же, отношения как награда. То есть человек даже, может быть, думает, если он мужчина особенно, что-то вам подарить, что-то сделать для вас хорошее вот в этой жизни. И такие карты-то, ну, получается, изобильные, да, с его стороны. Действовать как он будет? Ну, скорее всего,
по насекомым активно, активно. Общаться много, может креативность проявить в отношениях. И с другой стороны, тоже насекомые — это тоже энергия изобилия. То есть человек может, опять же, да, что-то делать хорошее, с вами как-то вот, или какие-то, как проводить денежную энергию, да, подарки дарить, приглашать куда-то. То есть какая-то такая активность, очень хорошая со стороны этого человека. Но вы вот как-то, у вас отшельник на чувствах, да? Вы немножко от этого человека то ли отдалены, то ли чуть-чуть блокируете свои чувства на данный момент. Вы больше благоразумие проявляете в отношениях, пассивность, я бы сказала. Вы такой человек опытный, дальновидный, и вам нужно было бы понять, а вот что человек может такое основательно предложить, потому что если этого основательного чего-то не будет, то, скорее всего, вот как-то кидаться в отношения или продолжать отношения вам тяжело, потому что вам больше как-то гарантии нужны. Вы скорее в чувствах пытаетесь проявлять осмотрительность. Да? То есть вы такой вот человек, кто раньше, может быть, мог любить от души, но сейчас в любви вы проявляете наоборот холодность, потому что не разбрасываетесь своей энергией и своими чувствами. Причем больной на мыслях показывает, что вы критикуете этого человека. Именно критика идет. С вашей стороны вы считаете, что он делал нехорошие поступки, и у вас о нем плохое мнение. Причем очень плохое. Даже может быть очень плохое. И может быть это справедливое мнение. То есть, если человек особенно делал какие-то гадости в вашу сторону или предавал, конечно, это справедливое может быть мнение. Но под действием судья, конструктор, все-таки вы можете поддерживать с человеком более-менее такие отношения. Вы можете отвечать на его конкретные действия в ближайшем будущем, в ближайшем месяце, понимаете? То есть вы не собираетесь проявлять к нему, скорее всего, большую инициативу, но если человек там действует, что-то делает такое хорошее, да, что он себя прям зарекомендовал вот четко, что вы его прям проверять можете, и вот знаете, что он проверку любую проходит, да, вы отвечаете. То есть, вы вот как-то больше рационально подходите к этим отношениям, а этот человек готов больше для вас делать вот что-то такое прям хорошее для вас сделать, понимаете? Ладно, давайте посмотрим, будете ли вы вместе в будущем. Вот как сейчас продолжатся отношения, да, и будете ли вы в будущем вместе. Вот как сейчас баран. А как в будущем будете ли вы вместе, уже идет игра. Так, баран, получается, это хорошее продолжение считается. Это тоже символ вот прям изобилия. Почему-то у вас все как сопровождается деньгами, я не знаю почему. Вот прям энергия изобилия идет. Как будто человек готов вам деньги там задаривать и все, вот прям предоставлять эти все деньги, какое-то, не знаю, там имущество, подарки, там, знаете, вот такое содержать или еще как-то, спонсировать, закидывать деньгами. Или показать вам, да, что вот смотри, я как много зарабатываю теперь, или просто у меня есть деньги. То есть человек может проявлять настойчивость, и у вас действительно может быть в ближайшем будущем вот, очень хорошие отношения за счет благосостояния, понимаете? Вот есть одно но. Будете ли вы вместе — игра. Ненадолго хватает данного человека. Ненадолго. То есть он может допускать опрометчивость в отношениях, он может опять сыграть с вами. Скорее всего, он уже играл. Вот, скорее всего, когда-то он уже играл, поэтому вы ему и не доверяете, и уже как-то более скрупулезно так придираетесь. Конечно, уже с распростертыми объятиями не можете его принять вот с ровного места, понимаете?
Вот карты здесь и показывают, да, могут исцеляться отношения, да, на какое-то время, но это не говорит ни о чем. То есть вам нужно быть осторожнее с этим человеком, хотя шансы здесь есть быть вместе. Просто перед тем, как этот человек начнет допускать одни и те же ошибки, которые он допускал и раньше, вам следует его предупредить. И следует предупредить себя, потому что он ходит по кругу. Сначала он хороший, у него все отлично с вами, а потом пошли одни и те же ошибки. То есть то, что он и раньше делал и допускал, какие ошибки в отношениях. И это его большая проблема. Поэтому, да, у вас есть шансы все быть вместе. Но игра, она и есть игра. То есть человек может опять заиграться. Будьте внимательны. Ну, вот такой вот ответ у нас по самой первой позиции получился. Хорошо. А мы идем к позиции номер 2. Будете ли вы вместе? Давайте узнаем. Значит, наш халцедон. И первая карта – это состояние ваших отношений энергетически. Да? Это плод. Ну, прекрасные отношения по плоду, конечно. То есть у таких отношений есть уже некий результат. Возможно, вы живете вместе или плотно так встречаетесь. То есть у вас какие-то вот действительно хорошие должны быть отношения. Если у вас сейчас не хорошие отношения, или вы там вместе не живете, или не встречаетесь плотно, то значит вам просто в другую позицию. Здесь хорошие отношения, любовь. И люди строят, и вот все лучше и лучше выстраивают эти отношения. Начинают больше доверять друг другу, особенно вы уже как-то много раз, возможно, проверили этого человека и поняли его, и приняли таким, какой он есть, и все такое прочее. Ну и человек, в принципе, очень хорошо к вам относится, и тут взаимная любовь. Давайте чувства мы сейчас, мысли и действия проверим, конечно. Вот что этот человек чувствует к вам, иностранцы. Что вы чувствуете к нему, корабль. Что этот человек думает, да, мысли. Значит, подростки. Так, сейчас колоду перемешаю немножко. Что вы думаете, парение? Как человек будет действовать в ближайший месяц? Татуировка. Как вы будете действовать в ближайший месяц? Рыбалка. Так, и потом мы будем уже с вами докладывать, тут будете ли вы вместе, да. Но сначала мы анализируем вот с вами эти карты. Ну, то есть тут у нас вот чувства, да, иностранцы. Конечно, это карта взаимопомощи. То есть человек готов заботиться о вас, быть с вами добрым. Как обычно, люди обращаются чаще всего к иностранцам. Многие любят иностранцев. Почему? Потому что это интересно, новая культура, новый человек, новый язык, все новое. Когда мы спрашиваем об отношениях, о любви, это любовь в любом случае. Потому что идет даже некоторая очарованность вами у человека. Причем самое интересное, что и у вас на чувствах корабль. Может быть, вы вместе собираетесь в путешествие, потому что карты такие, да, дорожные немножко. Но в любом случае вы очень хорошо относитесь к человеку. Вы даже немножко каетесь перед ним за что-то. То есть чуть-чуть виноваты, да? Но вы на него по-новому смотрите, у вас обновление чувств. Вы очень приятно так относитесь к этому человеку, как и он к вам. То есть у вас, вот, как я и предполагала, что выпадут взаимные чувства, так и выпали, да, взаимные чувства любви друг к другу. На мыслях у человека подростки. Человек хотел бы пригласить вас на свидание. Вот посмотрите на эту карту. Они друг у друга даже как сердце, да, слушают, как ритм сердца. Человек хотел бы пригласить вас на свидание. Человек бы, опять же, хотел бы вам помогать. И считать, что вы не только друг другу любимые люди, но и хорошие друзья. То есть вот очень хорошие отношения у вас. У вас вот это вот получается такое состояние, иногда даже вот некого перевозбуждения как будто. То есть вы очень интересуетесь этим человеком, и
иногда завышаете его положительные качества и в восторге от него. И понимаете, вот в действиях человека татуировка, ну да, я понимаю, что человек может сделать татуировку с вашим там именем или с вашим образом, это все да. Это правда такое может быть в прямом смысле, но чаще всего карта просто показывает, ну, знаете, такое задабривание. То есть как будет человек в ближайший месяц действовать, да? Давать вам все больше какой-то эйфории, все больше каких-то там иллюзий чуть-чуть. Почему? Потому что видит, на что вы больше реагируете в положительном ключе. Ну, а вы как будете действовать? Ну, с человеком как-то веселиться, эмоционировать, показывать свои эмоции, да. Может дарить этому человеку что-то, делать какие-то приятные сюрпризы. Но, опять же, по татуировке человек тоже может делать для вас в ближайший месяц приятные сюрпризы. Хорошо, как продолжатся отношения, будете ли вы вместе? Вот как сейчас продолжится в ближайшем будущем отношения, да? Помощь. И будете ли вы в итоге вместе? Необычайное. Ох ты, как интересно у вас все получилось. Вот смотрите, помощь. Это очень хорошая карта. Она показывает, что вы в ближайшем будущем будете вместе и будете друг другу помогать. Это в буквальном смысле карта партнерства. То есть, когда люди вместе, когда они там, поддерживают друг друга, любят друг друга, делают все вместе, да. Может, что-то новое начнете совместное. Но у вас именно поддержка идет друг друга, вы нужны друг другу. А вот по поводу, будете ли вы вместе в будущем, необычайное, да? То есть это какие-то действительно странные будут отношения, вот в которых что-то произойдет нестандартное, необычное, но вместе вы будете. Просто по этой карте вы можете совершать какие-то совместные приключения, например. Не знаю, переедете в экзотическую страну. Или какие-то чудеса увидите вместе. Вот что-то необычайное может произойти. Но в целом карты хорошие у вас. Они показывают, что как сейчас вы объединяетесь друг с другом, у вас уже есть плоды для этих отношений, да? Вернее, как результат. В этих отношениях есть плоды. И также в будущем вы будете вместе, и у вас нет такого, чтобы вы расстались там, или чтобы вы не смогли сохранить эти отношения. Ну, вот такой ответ у нас по второй позиции. А мы идем дальше, к позиции номер 3. Будете ли вы в будущем вместе? Наш флюоритик. И первая карта, как энергетически сейчас ваши отношения, и это чердак. Ну, я вам так хочу сказать, что это для отношений на сегодняшний день не очень хорошая карта. Возможно, эти отношения разорваны, и вы друг друга пересматриваете. То есть пересматривайте свое отношение друг к другу в изоляции каждый, да. Либо сейчас что-то происходит не очень хорошее в отношениях такое, когда люди отдаляются друг от друга и переоценивают ценности, так скажем. Переоценивают свою роль в отношениях, меняют свое отношение друг к другу, потому что ошибались. Делали много разных ошибок. Ну, конечно, чердак на сегодняшний день не показывает, что вы прям находитесь в каких-то идеальных отношениях. Нет. Если у вас действительно какие-то хорошие, продуктивные отношения, вам в другую позицию, например, в номер 2. А здесь вы чуть-чуть подзабросили друг друга. Подзабыли. И помнить-то помните, но чувства подостыли так, да? И даже ностальгия такая возникает периодически. И да, идет перемена мнений друг о друге. Хорошо, давайте посмотрим, вот если вы узнаете эти отношения, да, чувства, мысли, действия в ближайший месяц. Что человек чувствует к вам? Сладости. Что вы чувствуете к нему? Почему-то 2 карты выпало. Обувь и награда. Странно, да, 2 карты. Вместо 1 2 досталось, ладно. Что человек думает о вас, о ваших отношениях? Актеры, видите, вот.
Что думаете вы? Крик. Как человек будет действовать в ближайший месяц? Почести. Как будете действовать вы? Танец. Ну и потом уже мы тут будем докладывать, будете ли вы вместе, как сначала отношения продолжатся в ближайшее время, да, и будете ли вы вместе. Ну, начнем наш анализ с чувств. Сладости. Ну, человек испытывает к вам сильное влечение. Мало того, связывает с вами свой центр удовольствия. Сладости. Это как, ну, страсть или романтика, ну, в любом случае какое-то влечение, да. Меньше духовной составляющей, а больше, ну, какой-то телесной составляющей или просто как, ну, приятное что-то, да. Вы для него приятный кто-то, что-то вот в этом духе. Карта также показывает, что человек думает, вы приносили всегда ему удачу. Чувствует вот это, да, вот волну удачи рядом с вами, удовольствие от этого. И причем, в свою очередь, вы, обувь и награда, да, вот обувь — это тоже страсть, это тоже вот желание на свидание с человеком сходить, да, и тоже вы считаете, что и человек вам приносил какую-то вот пользу в жизни или какую-то удачу. И вы знаете, что человек для вас является как, ну, некая награда, что ли, действительно. Но посмотрите, на мыслях у человека актеры. Не просто так. Человек понимает, что в отношениях был обман. И, может быть, даже продолжается какая-то двойная игра. Возможно, здесь есть кто-то еще, кто вмешивается в ваши отношения со стороны этого человека. И по вашему крику на мыслях мы понимаем, что вы страдаете из-за этого. Вы буквально вот как крик души, да, знаете, что что-то здесь не так, вы не доверяете человеку. И вы чувствуете, что это, ну, или слабые, или беспокойные слишком отношения, нестабильные, тяжелые, вот что угодно, которые заставляют у вас из души вырываться вот этот крик. И вот как будет действовать человек в ближайший месяц, там, да, почести. Но что-то благоприятное. Может предлагать общение, дружбу, встретиться или вообще, в принципе, встречаться периодически хотя бы. То есть человек как-то постарается даже уважительно относиться к вам в ближайший месяц. А вы танец. Ну, танец — это может быть такое проявление порывистое. То есть, с одной стороны, да, карта может показывать проявление чувств, да, ваших, любых, с одной стороны, а с другой стороны, что-то даже как неожиданные выпады. Вы сами от себя не ожидали вот каких-то слов, каких-то действий в сторону этого человека. Хорошо, давайте посмотрим, как у вас будут продолжаться отношения в ближайшем будущем, и будете ли вы в итоге вместе. Так, продолжение — это лестница. Действительно будет продолжение, да? А вот вместе вы будете? Поезд. Ну, лестница, сами понимаете, даже логически, что отношения будут сейчас набирать обороты, расти, и подниматься вы будете вместе по ступеням, да? И карты показывают, что вы как будто вновь начинаете даже эти отношения, вот обновление чувств идет, идут какие-то интересные новости от близких, от знакомых, вы так яро обсуждаете, да, все это. То есть вы общаться будете в любом случае, будете, ну, как бы вместе. Но именно вот на долгосрочную перспективу идет поезд. Поезд может показывать, что либо вы переедете, уедете вместе, либо человек, или вы, наоборот, кто-то уезжает из вас, а второй остается, то есть идет как будто бы расставание, да, но из-за отъезда. Вот либо расставание из-за отъезда, либо вы вместе уезжаете. То есть тут только два варианта. Карта вообще поезд показывает проявление некого упрямства в отношениях. Один протестует против другого. То есть, как говорится, гнет свою линию. И поэтому вы можете еще и в будущем сталкиваться очень сильно характерами друг с другом. Спорить. И особенно один из вас, кто-то,
имеет какой-то, вот знаете, характер такой негибкий. То есть гибкость такой человек проявляет только когда ему надо. А когда не надо, не гибкий. И ничего как бы ты с этим не поделаешь, да, и вы начинаете толкаться друг с другом, лбами, да, сталкиваться. Вот это очень плохо, конечно. Но в целом шансы на то, чтобы быть вместе, у вас есть. Особенно если вы переедете вместе, уедете куда-то. Ну вот такой у нас получился третий вариант. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, срезонировало, поставьте лайк, напишите комментарий. А если понравился канал, подпишитесь. До новых встреч!